Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Профсоюзники и депутаты советуют работодателям защитить своих сотрудников от коронавируса, предоставив им выходные дни для прохождения вакцинации или разрешив работать удаленно. Полная анонимность и конфиденциальность. Жители Интинского округа могут обратиться за психологической помощью по телефонам доверия. Добрые дела общероссийской акции «Мы вместе». Волонтеры продолжают помогать интинцам. Интинцы активно включаются в программу «Гектар в арктической зоне» и выбирают бесплатные земельные участки. Специалисты городской администрации консультируют всех заинтересованных граждан и регистрируют заявления. С 1 февраля возможность получить арктический гектар появилась у всех граждан России, а также у участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В настоящее время гектар в Арктике предоставляется на территории Мурманской области, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Республики Карелия. На территории Республики Коми к арктической зоне относятся городские округа Воркута, Инта, Усинск, муниципальный район Усть-Цилимский. Гражданам в безвозмездное пользование предоставляются земельные участки из расчета до 1 гектара на одного члена семьи, как по индивидуальному заявлению, так и заявлению от коллектива до 10 человек из расчета до 1 гектара на одного участника. Участок можно использовать под индивидуальное жилищное строительство, ведение хозяйства, а также для оказания различных видов услуг, в том числе туристических. Заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование на территории арктической зоны подается гражданинам в форме электронного документа с использованием информационной системы гектарварктике.рф, интегрированной с федеральной информационной системой на дальнейвосток.рф в сети интернет. Для этого необходимо авторизироваться на сайте с помощью учетной записи госуслуг и выбрать желаемый земельный участок на интерактивной карте. Также можно направить заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование в уполномоченный орган по распоряжению земельным участком, лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе с приложением схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте. Указанное заявление также может быть подано гражданинам через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или орган регистрации прав. Информацию по предоставлению арктического гектара на территории городского округа Инта можно получить в отделе земельных отношений и градостроительства Агентства по управлению муниципальным имуществом МОГО Инта по адресу город Инта, улица Горького, дом 16, кабинет 309, телефон 668 10. Какие маломерные суда не подлежат регистрации в Государственной инспекции маломерных судов? От уплаты налогов можно освободиться, если снять лодку с учета. Этой возможностью имеют право воспользоваться владельцы маломерных судов, масса которых не превышает 200 килограммов. Важно учитывать, что в допустимые 200 килограммов входит не только вес самой лодки, но и масса всего навесного оборудования. По данным специалистов ГИМС, в Интинском округе зарегистрировано порядка 2000 маломерных судов. Из них около 500 лодок безмоторные. Хотелось бы обратиться к гражданам, местному населению по деревням. У нас очень много маломерных судов, которые не подлежат регистрации. Согласно 36-му федеральному закону, маломерное судно более 200 килограмм, то есть подлежит регистрации. Менее 200 оно не подлежит регистрации, тем более если есть суда безмоторные, которые сейчас облагаются налогом, стандартный или вмененный налог на маломерное судно, там в районе 400 рублей. Если есть судно без мотора, зарегистрировано в госинспекции по маломерным судам, его лучше снять по 36-му федеральному закону, для того, чтобы не платить за него налог. Это раз. Во-вторых, есть лодки, которые раньше были грибными просто. То есть это ПВХ, резиновые лодки, пластиковые какие-то лодки, у кого что есть в населении, их надо исключить из реестра согласно 36-му федеральному закону. Для этого можно обратиться по адресу город Инта, улица Лунина 5А, кабинет номер 3. Государственная инспекция по маломерным судам, Интинский участок инспекторский.
В феврале жители многоквартирных домов получат квитанции с новым средним платежом за тепло. В квитанциях за январь клиенты Коми-энергосбытовой компании увидят новое среднемесячное начисление за отопление. В соответствии с законодательством компания рассчитала его, исходя из факта потребления 2021 года, который был намного холоднее 2020 года. Низкие температуры в отопительный период 2021 года повлекли увеличение расхода тепловой энергии, поэтому новое среднемесячное начисление будет выше, чем в 2020 году. Подобный подход определен для домов, где оплата теплоресурса производится равными платежами в течение 12 месяцев на основании показаний прошлого отопительного сезона. Данные по реальному потреблению актуализируются в первом квартале следующего года при проведении корректировки. В многоквартирных домах, которые перешли на оплату тепла по факту, начисление может изменяться ежемесячно пропорционально температуре наружного воздуха. Существенное похолодание приводит к увеличению отпуска ресурса, что влечет рост начислений за больший объем тепла. Наибольшее теплопотребление характерно от ноября до февраля. К марту и апрелю, когда идет весеннее потепление, платеж за тепло будет уменьшаться. Чтобы перейти на оплату тепла по факту, собственникам помещений многоквартирных домов необходимо провести собрание жильцов в очной или заочной форме, составить протокол с решением о переходе на способ оплаты в отопительный период. Копию этого протокола нужно предоставить в Коми-энергосбытовую компанию онлайн через сервис «Обратная связь», по почте или в любой офис. Ведется предварительная запись по номеру контакт-центра или в личном кабинете. Собственники имеют право в любое время перейти на другую систему оплаты. Клиенты, у которых возникли вопросы по начислениям, могут обратиться в АО «Коми-энергосбытовая компания» онлайн на сайте через сервис «Обратная связь» или контакт-центр. Номер указан на оборотной стороне квитанции. Во всех субъектах России открыты горячие линии. Специалисты колл-центров отвечают на интересующие граждан вопросы, рассказывают о коронавирусе, мерах профилактики и дают возможность просто выговориться. Некоторые люди с чувствительной и подвижной психикой испытывают чрезмерную тревогу, стресс, вплоть до развития панических атак. В таком состоянии человек нуждается в психологической поддержке и помощи. Центр социальной защиты населения возобновил работу телефона доверия. Во время пандемии у интинцев добавились новые страхи и тревоги. Как избежать заражения и обезопасить себя и близких, как перестроиться к работе и учебе в дистанционном формате. Это и многое другое можно обсудить с квалифицированным психологом. Телефон доверия у нас начал свою работу с марта 2020 года, когда только началась эпидемия коронавирусной инфекции. И существовал он где-то до июля 2020 года, затем мы стали работать уже в очном формате. И в этом году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой мы снова возобновляем оказание психологической помощи в дистанционном формате. Любой человек, взрослый, ребенок, независимо от национальности, пола, вероисповедания, состояния здоровья, может обратиться к нам по стационарному телефону 31074 и по мобильному телефону 8 912 182 15 26. Если вы испытываете стрессовую ситуацию, острое чувство тоски и тревоги, различного рода проблемы, которые в данный момент кажутся неразрешимыми, позвоните на телефон доверия. Здесь вам обязательно окажут помощь и поддержку. Проблемы могут быть различного характера. Это и семейные проблемы, это и взаимоотношения супругов, взаимоотношения родителей и детей, это защита прав и законных интересов несовершеннолетних, это и принятие себя, любые личностные проблемы. Сколько людей, столько и проблем. Здесь нужно понимать, что у вас есть возможность, у любого человека, получить помощь, квалифицированную помощь психолога и поддержку. И, наконец-то, решить свою, может быть, даже давным-давно существующую проблему. Помощь бесплатна, конфиденциально, анонимно. С вами будет работать профессиональный человек, профессиональный педагог-психолог. И в любом случае, если вы даже сейчас поймете, что
все-таки что-то я еще не дорассказал, да, что-то я еще для себя не выяснил, но принятие и понимание проблемы и дальнейшие шаги по реализации вот своих планов, может быть, по решению своих проблем вы все равно получите от консультанта. Поэтому звоните, и мы обязательно вам поможем. Одна из главных причин неготовности обратиться к психологам телефона доверия – страх, что личное станет публичным, и ваша откровенность будет использована против вас. Это миф. Специалисты центра гарантируют полную анонимность и конфиденциальность. Телефон доверия тем более – это такой важный инструмент, когда вы можете даже не называть свое имя, то есть сохранить полностью тайну своего звонка. И, конечно, у нас существует этика, кодекс этики работника социальной сферы, где одним из первых пунктов стоит вопрос о конфиденциальности любой информации, в том числе личности человека. Обращение за помощью к психологам – это простой и доступный способ найти возможность выговориться, посмотреть на ситуацию с другой стороны, предотвратить обострение и найти путь решения проблемы. Телефоны доверия Центра социальной защиты населения города Инты 3 10 74 или 8 912 182 15 26. Звонить можно с понедельника по четверг с 8 до 17 часов. Круглосуточно функционирует всероссийский детский телефон доверия 8 800 2000 122. Звонок бесплатный с любого номера. И республиканский телефон доверия 8 82 12 21 11 66. Звонок со стационарного телефона по региону бесплатный. Звоните, и вам обязательно помогут. В указ главы Коми о введении режима повышенной готовности внесены изменения, которые касаются сокращения срока обязательной изоляции вахтовых работников. Организациям, применяющим вахтовый метод работы, предписано при наличии у работников отрицательных результатов ПЦР-тестов осуществлять его обязательную изоляцию на 7 дней. Ранее этот срок составлял 14 дней. В соответствии с российскими нормами изменился интервал тестирования на COVID-19 для сотрудников организаций с круглосуточным пребыванием детей. Министерству здравоохранения Республики Коми предписано обеспечить проведение их двукратного обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР с интервалом 7 дней. Ранее было с интервалом 14 дней. Также изменены нормы указа для посещения санаторно-курортных учреждений. Теперь при заезде отдыхающие должны предоставить справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе по COVID-19, в течение предшествующих 7 дней, ранее в течение 14 дней. На прошлой неделе Роспотребнадзор сократил срок изоляции людей, контактировавших с больными COVID-19, с 14 до 7 дней. Как пояснила глава ведомства Анна Попова, инкубационный период у людей, заразившихся штаммом омикрон, составляет от 2 до 5 дней. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова указывала, что помимо сокращения срока карантина во время подъема заболеваемости, больничные можно будет оформлять заочно. Назначенные меры поддержки будут продлевать беззаявительно. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендовала работодателям предоставлять 2 оплачиваемых выходных дня работникам, которые решили пройти вакцинацию от COVID-19. Эти рекомендации были направлены в регионы. Руководители предприятий рассматривают всевозможные варианты. В прошлом году Роспотребнадзор и Минтруд одобрили предоставление работникам 1 выходного дня после прохождения вакцинации. На совещании у президента России Владимира Путина вице-премьер Татьяна Голикова предложила для стимулирования прохождения иммунизации от коронавируса предоставлять 2 выходных дня. Глава государства одобрил инициативу, отметив, что это целесообразно, так как после прививки может подняться температура. Также президент добавил, что выходные должны быть обязательно с сохранением заработной платы. 22 декабря текущего года в администрации муниципального образования городского округа Инта прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании городского округа Инта. В ходе прошедшего заседания представителями органов местного самоуправления, профсоюзов и работодателей было рассмотрено 2 вопроса основных. Первый вопрос касался исполнения поручения президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, которое было дано правительству Российской Федерации по итогам совещания на 20.10.2021 года о необходимости принятия и реализации рекомендаций по предусмотрению работникам, проходящих против коронавирусной инфекции, 2 оплачиваемых выходных дней и рассмотрение соответствующих рекомендаций работодателям по представлению работникам, проходящих вакцинацию, 2 оплачиваемых дополнительных дней отдыха, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальных трудовых отношений от 29.10.2021 года. Второй вопрос, который был рассмотрен трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании городского округа ИНТА, относился к плану работы комиссии на 2022 год. По итогам прошедшего заседания комиссии решила рекомендовать работодателям осуществлять свою деятельность на территории МАГО ИНТА, предусматривать в коллективных договорах или локальных нормативных актах положения по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции, 2 оплачиваемых дней отпуска. Инициатива президента о предоставлении оплачиваемых 2 дней отпуска после вакцинации очень важна и очень нужна на сегодняшний день. Так как люди не все хорошо переносят вакцинацию, эти дни им необходимы, и работодатель должен быть заинтересован в том, чтобы человек был вакцинирован, не болел, выходил на работу, и производственный процесс не нарушался. Но как представитель профсоюза, я думаю, и вообще весь профсоюз думает о том, что это очень нужная инициатива в плане поддержания рабочего, чтобы ему эти дни все-таки оплачивались. Самое главное, чтобы работодатели внесли в свои нормативные локальные акты эту инициативу, пока на сегодняшний день это не внесено в Трудовой кодекс. Исходя из положений статей 8, 22, 41 Трудового кодекса Российской Федерации, повышенные или дополнительные гарантии и компенсации, в том числе по предоставлению оплачиваемых выходных дней работникам, проходящим вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом финансово-экономического положения работодателя. Также в подготовленном Министерством труда проекте рекомендаций говорится, что эти выходные могут быть включены в отпуск. В продолжении темы. В связи с большим ростом заболеваемости COVID-19 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Численность таких сотрудников каждая организация определяет самостоятельно, исходя из своих возможностей. Минтруд рекомендовал перевести на удаленку максимальное число работников. Руководителям предприятий посоветовали разрешить большинству сотрудников работать из дома. В Министерстве труда также напомнили, что смена режима не может быть основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач. Все вопросы по организации удаленки регулируются Трудовым кодексом. По информации Министерства, сейчас дистанционно работают уже несколько миллионов человек. Волонтеры движения «Мы вместе» продолжают приходить на помощь пожилым и маломобильным гражданам. Сейчас в условиях усиления антиковидных мер помощь в приобретении и доставке продуктов питания и лекарств актуальна как никогда. Акция взаимопомощи «Мы вместе» в Инте не прекращала свою работу. У наших волонтеров на патронаже находится несколько пожилых и маломобильных горожан, которых они посещают регулярно. За последние 2 месяца от других жителей заявок не поступало. С конца октября активно мы начали принимать заявки по различным телефонам, в том числе это мой личный телефон 8 904 202 38 12 и федеральный. Также можно оставить заявку на линии администрации. Нам передают, и мы окажем помощь. Оказываем помощь пожилым нашим интимцам, которые вынужденно оказались на самоизоляции, медикам оказываем помощь, и тем, кто просто одинокий пенсионер, которому необходима помощь. Мы никогда не отказываем, помогаем.
Сейчас в период пандемии и активного роста заболевших волонтеры готовятся к росту спроса своих услуг и поэтому еще раз напоминают о действующей акции. Всероссийская акция «Мы вместе» стартовала в 2020 году. В период пандемии, когда неравнодушные люди объединились для того, чтобы помогать тем, кто особо нуждается в этой помощи. Люди категории пожилого возраста, одинокие люди, которые не могли выйти элементарно даже за продуктами, лекарствами и так далее. По всей стране, в том числе и по республике, были созданы волонтерские штабы. В нашей Инте штаб был создан на базе муниципального бюджетного учреждения доп. Образования, Центр внешкольной работы. Помощь предоставляется одиноким гражданам старше 60 лет, одиноким маломобильным гражданам и одиноким гражданам, находящимся на изоляции по медицинским показаниям и не имеющим помощь со стороны третьих лиц. Принимаются заявки по телефонам федеральной линии, это 8 800 234 11, либо по телефону интинского координатора Анны 8 904 202 38 12. Люди пожилого возраста, одинокие люди, которые не могут позволить себе выйти, купить необходимые вещи, они могут позвонить, заявочку оставить по данным телефонам, и волонтеры придут на помощь. Интинцам оказывается различная помощь. На дом доставляются продукты питания, вода, лекарства и предметы первой необходимости. Заявки разные бывают. Это как и принести продукты питания, вещи первой необходимости, медикаменты, получить рецепты в поликлинике. Есть и такие интинцы, которые по своим причинам выехали за пределы нашего города, и самоизоляция их застала в другом городе, и они не могут, например, получить лекарства. Мы получаем рецепты, идем в аптеку и потом отправляем по почте. И получаем очень много благодарных откликов от наших интинцев. Неравнодушные интинцы могут присоединиться к акции взаимопомощи «Мы вместе» и стать волонтерами проекта. Для этого надо подать заявку на сайте mывместе.рф и пройти обучение. В Республике Коми увеличили пособие малоимущим кормящим матерям на покупку продуктов. Этот вид государственной социальной помощи в прошлом году в среднем в месяц получали 770 малоимущих кормящих матерей. Расходы регионального бюджета составили 6,5 миллионов рублей. Помощью государства на приобретение продуктов также воспользовались более 7 тысяч беременных женщин. Республиканские меры поддержки включены в перечень мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Пособие на покупку продуктов в размере 1000 рублей в нашей республике может получить каждая беременная женщина со сроком беременности не менее 12 недель и состоящая на учете по беременности и родам в медицинской организации региона. По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, пособие малоимущим кормящим матерям увеличено до 703 рублей. Обратиться за назначением пособия на приобретение продуктов беременным женщинам и пособия на покупку продуктов малоимущим кормящим матерям можно в Центр социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания, или в МФЦ «Мои документы». Помимо этого, беременные женщины могут подать заявление на получение пособия на покупку продуктов через портал госуслуг. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.